Доброе утро. На календаре 25 февраля. Какой день недели, сказать на самом деле сложно. То ли вторник, потому что отдыхали буквально позавчера, то ли все-таки пятница. Ну, давайте смотреть позитивно на вещи. Все-таки будем считать, что последний рабочий день недели наступил. Остановимся на пятнице. Катерина Винокурова, Павел Танин. Встречаем это утро вместе с вами. На телеканалах НВК Саха, Якутия 24. Это «Утро Якутия». Здравствуйте. На улице уже чувствуется дыхание весны. Многие горожане выходят на прогулки, встают на лыжи и коньки. Весна вовсю уже, да, вступает в свои права. Да. Ну а в Алдане весну максимально пытаются подчеркнуть, потому что весна все-таки она ассоциируется у нас с прекрасной половиной человечества, с нашими прекрасными дамами. И как подчеркнуть решили это в Алдане, провести конкурс «Миссис Алдан Якутия». Вот подробнее о том, как конкурс идет подготовка, мы сегодня будем говорить. Весна у нас традиционно ассоциируется с женщинами, и неудивительно, что именно в марте в Якутске пройдет 15-й съезд женских организаций Якутии. Подробнее об этом мероприятии нам расскажет наша гостья Альбина Черепанова. Да, так как мы традиционно пятницу в этой студии встречаем с хорошим настроением и большим аппетитом, мы, конечно же, сегодня будем показывать, как готовить интересный завтрак, какой-то полезный, вкусный. Это будут японские панкейки, поэтому будьте с нами, и вы научитесь их готовить, потому что наш шеф-повар мастерски объяснит, как это все сделать. Ну а если у вас есть какие-то предложения, вопросы, пожелания, пишите нам на наш WhatsApp, который видите на экранах. Также не забывайте про нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Ну а если вы по каким-то причинам пропустили наш эфир, то вы можете найти его всегда на Ютубе. Достаточно в строке поиска ввести «Утро Якутии». И будет вам счастье. Ну а тем временем, как гласит поговорка времен Дикого Запада, добрым словом и кольтом можно решить вопросов намного больше, чем просто добрым словом. Не случайно мы эту фразу сегодня вспомнили и говорим про кольт, потому что именно в этот день, в 1835 году, Самуэль Кольт получил патент на автоматический револьвер. И с тех пор вообще индустрия огнестрельного оружия, она фактически перевернулась. Да, и какими же датами еще ознаменован этот день, узнаем в рубрике. На календаре 25 февраля. Сегодня отмечают день рождения револьвера, день составления географических карт несуществующих земель, день арахиса в шоколаде. По народному календарю этот праздник посвящен памяти святителя Алексея Московского, всея Руси чудотворца, митрополита. В народе считается, что в этот день начинает таять снег, поэтому рыбаки получают хороший улов. В этот день принято выносить посевные семена на мороз. Считается, что так они закаляются и, попадая в землю, хорошо всходят. Знахари в этот день излечивают от испуга. Событие в этот день состоялось сражение при Грохове между русскими и войсками повстанцев в рамках подавления польского восстания 1830 года. Сэмюэль Кольт получил патент США на револьвер Кольт. В этот день в Москве открылся клуб театральных работников. Теперь это Центральный дом работников искусств. В США курица снесла яйцо весом 454 грамма. В Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в Советском Союзе успешное коронарное шунтирование человека на работающем сердце. Советская станция «Луна-20» впервые доставила образцы лунного грунта на Землю. Горбачев открыл 27-й съезд КПСС с речью, которая продолжалась 5,5 часов. Горбачев начал вывод ракет СС-20 из ГДР и Чехословакии. В этот день было образовано Российское космическое агентство. В этот день родились Карло Гальдони, итальянский драматург, создатель национальной комедии. Огюст Ренуар, французский живописец, скульптор и график, представитель импрессионизма. Леся Украинка, украинская поэтесса, писательница и деятель культуры. Лев Арцемович, советский физик, академик АН СССР. Татьяна Вячеслава, российская балерина, балетный педагог, заслуженная артистка РСФСР. Всеволод Санаев, советский кино- и театральный актер, педагог, народный артист Советского Союза.
Аркадий Островский, советский композитор-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР. Джордж Харрисон, британский рок-музыкант, композитор, певец и продюсер, соло-гитарист группы «Битлз». Алексей Балабанов, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Евгений, Антон, Алексей, Мария. Со 2 по 4 марта в Якутске пройдет 15-й съезд женских организаций Якутии. А на юбилейном съезде будут обсуждаться ключевые вопросы развития Дальнего Востока и нашей республики, касающиеся очень многих направлений жизни, в том числе и реализации национальных проектов и связанных с ними социальных инициатив женщин. Да, участницы обсудят вопросы создания благоприятных условий для роста рождаемости, поддержки материнства, занятости женщин, обеспечения качественного нового уровня здравоохранения, благоприятной окружающей среды и женского предпринимательства. Сегодня подробнее об этом мероприятии мы будем говорить с нашей гостьей Альбиной Черепановой, членом Президиума Союза женских организаций Республики, а также члена Общественной палаты Республики, генерального директора Якутского фондового центра. Альбина Прокопьевна, доброе утро. Вот 15-й съезд женщин Якутии, его перенесли с прошлого года, насколько я знаю, то есть можно сказать, долгожданный он. Какие-то вопросы уже явно накопились, требуют решения. Давайте остановимся на главном, что планируется обсудить в рамках съезда женщин. Ключевое слово сказать, долгожданный съезд, это так оно есть, действительно. Вообще у нас съезд проходит каждые 5 лет, так в уставе предусмотрено, съезд женщин Якутии. И в прошлом году, вы понимаете, была ситуация, когда невозможно было собраться, а все-таки мы привыкли собираться вместе, обсуждать все текущие вопросы. И перенесли на текущий год, 22 год, поэтому эти 3 дня будет плодотворной, тесной работы. Вот вы перечисляли вопросы. На самом деле вы перечислили конкретные национальные проекты нашей России, да, которые у нас приняты указом главы страны, президентом страны. И это демография, это здоровье, это образование. И фактически на съезде у нас 13 секций. Мы будем обсуждать именно эти вопросы. Вопросы, добавляются еще некоторые, как женщины Арктики, например, да, потому что это очень важно. Когда в этом году у нас год матери в республике объявлен Александром Сергеевичем Николаевым, и поэтому, конечно, все одушевленные этой тематикой, все женщины, все матери, и готовы, конечно, поделиться своим опытом, своими идеями, своими достижениями. И самое-то важное, направить свой взор и вообще взор общества на будущее решения. Говоря про тематику и связь ее с нацпроектами, да, действительно, такие глобальные вопросы планируется обсудить. Да, действительно. Если посмотреть на историю съездов, да, самый был первый съезд, он назывался Всеякутский съезд женщин. Он проходил в 1925 году, через 3 года будет 100 лет. Если так посмотреть, да, оглянуться на историю, 20-е годы были такими прошлого века, были настолько насыщенными, интересными и важными, определяющие вообще вектор развития нашей республики, как бы она ни называлась, ЯССР, РСЯ. Годы 20-е нашего тысячелетия, нашего столетия, да, видимо, тоже по аналогии дают буквально взрыв идей, взрыв эмоций для того, чтобы развитие вперед. Да, и, конечно, если вспомнить опять 25-й год, то тогда женщины тоже поставили вопросы о материнстве, о семье, о сохранении вообще нации в те годы. А сейчас вопросы те же актуальные. Конечно, я понимаю, что уровень их решения совсем другой, но тем не менее вопросы, которые поднимают женщины, они очень нужны, важны и влияют на развитие вообще нашей республики в целом. В съезде примет участие большое количество делегатов, да, в том числе и члены клуба фронтовых подруг «Катюша». Кто еще планирует приехать? Вы знаете, у нас всегда было примерно, все по квотам разделяется, 600 человек. Мы занимали большое здание нашего театра. А сегодня немножко ситуация по-другому будет. Приедет 250 человек, остальные будут работать онлайн. Это новый режим, новый формат работы. Конечно, делегаты заранее зарегистрированы, квоты всем выделены, приедут люди. Но в этом году у нас примет участие тоже очень известная женщина, это Федорова Раиса Васильевна. Конечно, она не будет очно находиться, да, она будет заочно участвовать. Это участница Великой Отечественной войны. Сегодня ей 98 лет.
в этом году будет 99, она возглавляет клуб фронтовых подруг «Катюша». В свое время мы с ней написали даже книгу про этот клуб, да, он называется «С чего начинается Родина». Именно о тех женщинах, якутянках, которые участвовали в войне. Это очень такая ценнейшая книга, здесь столько информации. И я себя удивляюсь, и уже было за 90 лет, насколько она энергична, и она очень, знаете, такая конкретная, без лишних слов, без лишних фраз. И вот это вот результат нашей совместной работы. А, конечно, история нашего женского движения очень богатая. Вот с того съезда 25 года, получается, нам, считайте, 97 лет нашему женскому движению. Конечно, были преобразования. У нас называется Союз женских организаций, да? Он объединяет организации женские. Например, Матери России или Союз многодетных семей, да, которые позволяют совместно работать. Кроме того, у нас есть женсовет в каждом районе. Женсоветы, они вот сейчас тоже преобразуются в НКО. Некоммерческие организации, да, они имеют право участвовать в грантовых разных программах. Это вот расширяет возможности как финансовые, так и в части проектного планирования. И поэтому такой союз очень такая мобильная, конкретная, с уставом структура. Очень деятельно. Альбина Прокопьевна, у нас не так много времени, к сожалению, остается. Тем не менее, мы уже сказали, что в рамках съезда пройдет много сессий. Вот вам лично, какие, может быть, дайте топ-3, скажем так, которые интересны лично вам? Вы знаете, очень актуальный вопрос Арктики. Вот я считаю, что прямо в цель бьет секция, касающаяся Арктики, во-первых, да. Второе, это, я думаю, женский бизнес, женское предпринимательство. Ну, а так как я являюсь модератором секции, связанной с историей, то, конечно, я считаю, что это самое главное. Истории знать надо. И мы к съезду выпустили 2 книги. Во-первых, вот «Женщины Якутии», том 2, да, это продолжение о женщинах, которые вообще это конец прошлого века, создавали нашу экономику, нашу промышленность, наше социальное развитие республики. И вот 2 книга, мы ее готовим каждому съезду. Это прямо итоги работы за эти 5 лет, получается почти 6 лет, да. И каждый человек, женщина, кто возглавляет наши женсоветы в районах, они здесь представлены. И, конечно, вот я открыла как раз на странице Мордовской Анны Васильевны, и мы про историю тоже всегда стараемся сказать, вспомнить. Альбина Прокопьевна, спасибо вам за участие в нашем эфире. Желаем отличного проведения долгожданного съезда, как мы уже сказали. И плодотворного обсуждения всех вопросов. Ну а прямо сейчас прерываемся на небольшую паузу, после которой вернемся и продолжим встречать этот день. Вы смотрите новости. Доброе утро. Предметы первой необходимости для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР собирают в столице республики. Вещи принимаются по определенному перечню. Прием будет осуществляться в течение февраля-марта в зависимости от обстановки. Напомним, что решение о сборе гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР принято на внеочередном заседании Совета Общественной палаты Якутии. Сбор вещей и продуктов осуществляется по адресу Орджоникидзе, дом 10, 2 этаж, актовый зал. Начался первый сбор, люди первые пошли, но есть ограничен перечень того, что нужно переносить. Ну, во-первых, конечно, надо, чтобы это было новое, и, во-вторых, это больше касалось детей младшего возраста и больных людей. Там все, что им полагается, типа питания, там пеленок и тому прочее. Вот это и началось. Вот 2-й день. Значит, организовано дежурство членами общественной палаты тут по сбору, ну и помогают ребята-волонтеры. С 21 по 28 февраля по всей территории республики проводится профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого сотрудники госавтоинспекции проводят профилактику со всеми участниками дорожного движения. Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима, а с пешеходами проводится беседа и раздается памятка со светоотражающим элементом. С начала этого года по городу Якутску зарегистрировано 11 наездов на пешеходов. В них 10 человек пострадали, из них 3 несовершеннолетних ребенка. Если смотреть статистику за прошлый год, то было 130 наездов на пешеходов, и 137 человек получили ранения, и, к сожалению, 7 погибли на месте. Это только на территории города Якутска? Да, это на территории только города Якутска. С
Свыше 2,5 миллиардов рублей выделят на ремонт школ в Якутии в этом году. Это на 2 миллиарда больше, чем в прошлом. В рамках программы модернизации школьных систем образования отремонтируют 38 школ. В следующем году на ремонт учебных заведений будет выделено дополнительно 356 миллионов рублей. Всего в ближайшие 2 года планируется отремонтировать 58 школ в 25 районах и городских округах Якутии. Предварительно уже включены 57 объектов. Новая современная детская площадка с искусственным покрытием и ограждением появится в микрорайоне Мухтуйский города Ленска. Такое решение принял мэр города после обращения жителей этого микрорайона с просьбой улучшить инфраструктуру для детей. Площадка будет установлена этим летом в районе управляющей компании, что позволит сотрудникам непрерывно следить за сохранностью и защитить ее от рук вандалов. Денежные средства для покупки уже найдены, поэтому этим летом маленькие жители микрорайона смогут играть на своей собственной площадки, оснащенной в соответствии со всеми стандартами и требованиями безопасности. В прошлом году мы отработали с управляющей компанией, они там привели в порядок уличное освещение, да, в микрорайоне, то есть сегодня жалоб по освещению у нас нет. Но, скажем так, есть вопросы по обустройству именно инфраструктуры для детей. Сегодня мы отработали с Тасыряхнефтегаз-Долбычей, они нам выделяют порядка 1 700 000 рублей. Небольшие, но наши денежные средства, да, и мы планируем, что мы в течение этого года до конца лета закупим эту площадку, отторгуемся, привезем, установим. Доброе утро. Мы продолжаем встречать день, наступивший пятница, 25 февраля. В студии Екатерина Винокурова, Павел Танин. Дымковские игрушки – один из русских народных глиняных художественных промыслов, который возник в 15-16 веках в Слободе Дымково, близ города Вятка. С какими символами насыщенные яркие цвета игрушек и какими старинными узорами мастера украшали свои творения, расскажет наш музейный гид. Дымковская игрушка – это старинный народный художественный промысел России, родиной которого является село Вятка, сейчас это город Киров. Возникновение промысла связывают с весенним праздником Свистуньи, которому все женское население Дымковской слободы лепило глиняные свистульки в форме коней, баранов, козлов, уток. Позднее, когда праздник утратил свое значение, промысел не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие. Дымковская игрушка – уникальное изделие создания рук одного мастера. Изготовление игрушки, от лепки до росписи – процесс творчески уникальный, никогда не повторяющийся. Нет и не может быть двух абсолютно одинаковых изделий. Каждая дымковская игрушка уникальна, единственна и неповторима. Для ее производства используют местную ярко-красную глину, тщательно перемешанную с коричневым речным песком. Фигурку лепят по частям, отдельные детали долепливают и собирают, используя жидкую красную глину как связующий материал. Следы лепки сглаживают для придания изделию гладкой и ровной поверхности. Раньше все дымковские игрушки раскрашивали темперными красками, замешанными на яйце с квасом. Для росписи вместо кисти использовали палочки и перья. А затем уже раскрашенную игрушку вновь покрывали взбитым яйцом, чтобы придать блеклым краскам вновь яркость и блеск. Строго геометрический орнамент строится по разнообразным композиционным схемам. Решетки, полоски, круги, точки наносятся в различных сочетаниях. Завершают украшение фигурки ромбики из паталии или сусального золота, нанесенные поверх узора. Наиболее распространенные сюжеты в дымковской игрушке – это няньки с детьми, водоноски, бараны с золотыми витиеватыми рогами и, конечно же, молодые люди, скоморохи, барыни. Вообще, в принципе, искусство – это вещь такая, которая благоприятно влияет на эмоциональное, даже местами физическое состояние человека. Да, замечательный пример можем привести – это, конечно же,
практика, которую решили ввести непосредственно в офтальмологической клинической больнице Якутии, в городе Якутске. Там развесили картины якутской художницы Миры Аргуновой. И выставка приурочена к столетию Якутской ССР. Подробности нам расскажет Оксана Устинова. Картина «Многоликая Россия». В ней изображены представители нескольких народов в своих национальных костюмах. Она отображает культуру, духовность и дружелюбие. Картина экспонировалась в Малой Третьяковке на Крымском балу. Мира над ней работала достаточно долго. И все ее 11 работ, которые выставлены в глазной больнице, выполнены в основном в технике масляная живопись. Главным образом мы подобрали картины, которые получили признание у публики, были удостоены наград на выставках и конкурсах. Тематически действительно выставка приурочена столетию ЯССР. И поэтому в основном тут картины, которые отображают, передают духовную и материальную культуру Якутии, ее уникальную природу. Рассматривая картину, слушая музыку или читая роман, мы, пусть и на несколько минут, обретаем гармонию. Созерцание успокаивает и даже лечит. Научные исследования подтверждают, а на практике, как говорят врачи, это ускоряет процесс выздоровления после хирургических операций. Люди приходят к нам возвращать зрение. И благодаря возвращенному зрению они видят прекрасные произведения искусства. То есть вот такая вот преемственность, да, в части, что искусство лечит, и мы здесь помогаем людям, восстанавливая зрение, видеть образы, воспринимать их иначе, возможно. И в голове у людей формируются новые ассоциации. Безусловно, здесь больше направлено на духовное восприятие. Понятно, что когда человек приходит в больницу, то это ощущение больничных стен, это тяготеет, а здесь заходишь и совершенно другие образы, да, нашей родной природы, наших известных артистов балета, хомусистов. Это совершенно все по-другому. И уже настроение меняется. Ты уже сидишь с другими мыслями, и очереди время быстрее протекает, хоть у нас они сейчас не такие большие, но тем не менее люди это чувствуют. И мы вот разговаривали с парочку пациентов, которые застали в момент просмотра картин, и они делились вот этими эмоциями, делились этими впечатлениями. Конечно, для нас важно всегда мнение пациента. Поэтому, я думаю, мы справились, потому что мнение было очень положительное. Красота и многогранность, природа, известные лица республики. Все это можно созерцать на полотнах Миры Аргуновой в глазной больнице на первом этаже поликлиники. Ее картины создают атмосферу комфорта, радуют сотрудников и пациентов. Я думаю, здесь в больнице они это купили или там просто повесили. Я не думала, что это выставка. Там природа такая была. Очень даже мне понравилось. Ну, вообще такие позитивные картины. Угу. Мне понравилось. Настроение поднялось? Конечно, конечно. Глаз радует. Угу, глаз радует. У человека хорошая рука, сразу чувствуется. Раньше видели, да, что в больницах? Ну да, раньше не было такого. Я вот вчера сидел, думал, как это они умудрились так. Идея понравилась? Да, идея очень, очень хорошая. Люди же тут больные очень долго сидят, все равно же надо как-то просвещаться, а тут обычно медицинские эти вещи никто и не читает. Очень красивые, очень понравилось. Такие красивые, национальность такая красивая, очень красивая. Оригинально и, да, в самом деле как-то необычно, потому что в таком центре, да, вроде бы и люди слабовидящие как-то, да, все равно обращают внимание, подходят, смотрят. Ну, будут интересоваться, будут смотреть. Кто-то, может, в интернет зайдет, посмотрит, поинтересуется, что там, да как там. Даже я тоже зайду в интернет и поинтересуюсь, что за картины, к кому относится, кто там на картинах. В глазной больнице, помимо медицинской помощи и заботы врачей, пациенты теперь получают еще и то, что вселяет веру, придает силы, возможно, станет внутренней опорой во время лечения. По словам главного врача, проект состоялся, и у него большое будущее. Уже сейчас они договорились еще с одним известным художником. И совсем скоро здесь появятся его работы. А картины Миры Аргуновой украсят коридор поликлиники еще 2 месяца. Также в перспективе их ждет благотворительная миссия. Картины будут переданы в дар детским учреждениям республики. Оксана Устинова, Георгий Охлопков, Якутск.
такой, да, замечательный пример. Возможно, другие медицинские учреждения республики присоединятся к этой практике. Ну и вообще, в принципе, искусство действительно может лечить. Ну, как минимум, я наслышан о фактах, когда люди слушают классическую музыку, причем в Японии даже есть специальные такие концерты, когда люди приходят спать под классическую музыку, которую играет оркестр. Есть ли такой же эффект от картин, мне доподлинно неизвестно, но будем думать, что да, почему бы не попробовать, может быть, какое-то позитивное, положительное влияние на пациентов это будет оказывать. Да, хорошая идея, и хорошо было бы, если бы это был какой-то долгосрочный проект, да, а не временный. Да, но при этом искусство, оно же разное бывает, и вот один из таких примеров интересных работ необычная инсталляция британского художника по имени Набил Али. Она посвящена опасности климатических изменений и появилась на набережной пространства Севкабель-Порт в Санкт-Петербурге. Композиционная группа состоит из 15 человекоподобных фигур, на создание которых художника вдохновила этнографическая коллекция Кунсткамеры. Художник использовал головные уборы, маски, элементы костюмов и другие аксессуары из традиций различных культур, а также природные материалы, найденные на побережье Финского залива. Инсталляция была создана в рамках проекта «Эхо моря», цель которого – обратить внимание на эрозию береговых линий, вызванных повышением уровня воды в Мировом океане в результате глобальных климатических изменений. Однако мрачные образы композиционной группы вызвали не только неподдельный интерес и восхищение жителей северной столицы, но также и озадачили некоторых из них. Достаточно интересная инсталляция. Она оставляет больше вопросов, чем ответов. Куда смотрят эти люди? Потому что все скульптуры направлены в разные стороны. Какой смысл заложен в предметах, которые внутри скульптур? И является ли эта скульптура изображение человека или это дом, как помещение чего-то? Знаете, я тут в первый раз, впервые это вижу, вызывает страх, испуг, что-то такое, наверное. Вот, непонимание, что это к чему. Да, вот посредством инсталляции можно даже передать, да, какую-то глобальную проблему. И если люди, посетители выставки, реагируют так, значит, художникам действительно удалось Ну, самое главное, сказать. мне кажется, цель любого искусства — привлечь внимание. А что уже, какие глубинные смыслы скрываются за всей работой, это вопрос второй. Опять же, это мое личное мнение. Ну а мы продолжаем. Звук, который получается при стимуляции кохлеарным имплантом, отличается, конечно, от естественного. Сегодня, 25 февраля, во всем мире отмечается День слухового импланта. Да, о том, как пациенты слышат после имплантации и как растут дети с такой особенностью, как они растут с имплантом слуховым, об этом расскажет Надежда Саханская. Ну, тут обычная батарейка, и каждый день ее меняем, заряжаем. И все, и он слышит уже. Микрофон тут находится, и все звуки тоже слышит через этот микрофон. Дети после первого подключения кохлеарной системы, как правило, не могут описать свое мироощущение, которое наполнено звуками. Они привыкают, и их слуховая система обучается понимать новые, непривычные сигналы. История Екатерины началась, когда ее сыну в возрасте 5 месяцев поставили диагноз тугоухость 4 степени. Когда оперировали, нам говорили, что чуда не ждать, что, возможно, имплантация не поможет. Но спасибо хирургу Владиславу Евгеньевичу Кузовкову, спасибо нашей клинике. И операция прошла успешно, и сын не сразу, но начал слышать. Сейчас, в прошлом году мы сделали на второе ушко. И тоже после подключения пока не было никаких звуков. То есть он не распознавал, и только вот мы приехали на той неделе из Санкт-Петербурга, и вот вторая настройка уже дала результаты, и сейчас он уже начинает распознавать те звуки, которые он знает.
На сегодняшний день в республике насчитывается около 1000 детей с нарушениями слуха, из них 460 с инвалидностью. И только около 250 из общего числа с кохлеарными имплантами. Стоит отметить, что с ходом времени и развитием научной медицины сейчас установка слуховых имплантов уже возможна в возрасте от 1 до 3 лет, что способствует легкой адаптации среди сверстников. Кохлеарная имплантация – это такое достижение медицинской науки, которое позволяет абсолютно глухому ребенку слышать, говорить и учиться даже в массовой школе. А после массовой школы он может поступить в обычное учебное заведение, высшее учебное заведение и стать вообще работоспособным. Да? Чтобы помочь социализироваться ребенку и раскрыть свой потенциал, уже не первый год в Якутске ведет свою деятельность дошкольный центр «Гнездышко». Здесь специализированные педагоги занимаются не только с детьми, но и с родителями, которые полностью вовлечены в коррекционный процесс ребенка. Детей от 0 до 7 лет, то есть от постановки диагноза до 7 лет. Срок реабилитации у нас составляет 5-6 недель, и к нам дети приезжают со всех уголков нашей республики. Основная цель нашей группы – это обучение родителей коррекционным методикам, чтобы они потом дома сами могли заниматься со своим ребенком. И для этого у нас есть школа родителя. Каждую пятницу родители проводят свои занятия, приносят свои игрушки, материалы. И потом мы смотрим и обучаем родителя, да, как улучшить это занятие, на что еще обратить внимание. Новые технологии и методики обучения, существенные достижения в научной медицине и, конечно, неравнодушное отношение к детям с такими особенностями здоровья. Пожалуй, все это и помогает в достижении одной из благородных целей – повышения эффективности реабилитации больных с тугоухостью и глухотой. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Ну а мы хотим напомнить еще одну такую хорошую новость. Мы проводим конкурс, наша программа «Конкурс двойников». Если вдруг вы или ваш знакомый, они похожи, по вашему мнению, на кого-то из знаменитых, известных людей, то смело присылайте это сходство. Самое простое, это, конечно, сделать такой коллаж из 2 фотографий, где вы или ваш знакомый и непосредственно личность, на кого он похож или вы похожи, и отправляйте все это нам на WhatsApp по номеру 8 914 273 4488, либо же личными сообщениями в Instagram. Да, о результатах мы сообщим вам 1 апреля. Ну а победителем конкурса будет подарок в качестве фотосессии в образе. Профессиональной фотосессии, на секундочку, это классно, я считаю. Я поучаствую. Ну а в Алдане идет подготовка к конкурсу красоты «Миссис Алдан» Якутии. В прошлом году победительницы конкурса представляли республику на всероссийском конкурсе, а также на международных конкурсах. О том, как идет подготовка к конкурсу, сегодня мы поговорим с директором и организатором Антониной Бочкаревой. Антонина с нами выходит на связь из Алдана. Доброе утро, Антонина. Ну вот, Антонина, «Миссис Алдан Якутия» проводится уже во 2-й раз. Расскажите, как проходит отбор непосредственно участницы, и много ли желающих подали заявки, сколько из них прошли кастинг, сколько участниц мы по итогу увидим? Заявок уже было много с прошлого года. Как только закончился 1-й конкурс, у нас стали... мы стали получать заявки на следующий конкурс, хотя мы не знали, будем его делать или нет. Вот. И когда мы объявили, что мы объявляем набор на конкурс «Миссис Алдан 2022», и в течение суток поступили заявки, и мы в течение суток набрали 12 участниц. Угу. Ну, победительницы прошлого года, да, показали очень хорошие результаты, как на российском, так и на международном уровнях. Давайте напомним зрителям, кто и где какие места занял из них, из красавиц. С Алдана на участие поехали в Москву на «Миссис Россию» 3 участницы. Это Марина Иванова, Анна Соловьева и Арина Явнова. Вот. Из них 3 Марина Иванова стала первой вице-мисс Россия. И потом она поехала, ее пригласили на конкурс «Международная миссис Европа». И мы ездили в октябре на конкурс в Эстонию.
где она получила номинацию «Mrs. Social Activity» – социальная активность. Антонина, глядя на российские конкурсы, на международные конкурсы, может быть, для вашего конкурса что-то новое подчеркнули, какие-то идеи, какие-то различия? Чем-то вдохновились? Чем-то вдохновились, возможно? Да. Ну, если честно, мы не конкурсами вдохновились, а мы, получается, по итогу прошлого года мы создали у себя в Алдане некоммерческую организацию, назвали ее «Аврора». Некоммерческая организация женщин Алданского района. Вот. И мы, получается, с конкурсом. В этом году у нас будет на конкурсе такой этап, как социальные проекты. Мы хотим, чтобы конкурс был не только ассоциировался с красивыми женщинами, да, что красивые женщины уходят, показывают свои красивые наряды. Мы хотим, чтобы конкурс внес какую-то социальную значимость для города Алдан и Алданского района в целом. Мы хотим, чтобы собрать сообщество активных женщин и какие-то вносить изменения в нашем городе. Мне кажется, это вполне реализуемо. Ну вот, кстати говоря, про какие-то социальные проекты, опять же, про участниц прошлых лет. Мы знаем, что участницы прошлых лет активно помогают в подготовке к этому конкурсу и также запускают вот социальные проекты. Один из них, например, фотозона в роддоме. Вот расскажите, пожалуйста, об этом проекте, в чем его цель, задача вы видите? Фотозона в роддоме у нас, этот проект у меня был, ну, как сказать, эта идея была давно у меня в голове. Я сама же работаю фотографом. Вот. И у нас в роддоме с фотозоной это они раньше, когда их переносили в ковидное отделение, получается, из роддома сделали, это как называется? Где обсерватор? Ну, ковидное отделение было, и обсерватор сделали. И выписывались молодые мамочки с детьми в очень как-то... Ну, хочется запечатлеть, чтобы было красиво. И мы, если честно, вдохновились фотозоной Якутска. Там у них тоже такая стена цветочная. И мы решили сделать тоже цветочную стену, но мы решили сделать из крупных цветов. Вот. И все участницы собрались и прошлого года, и этого года. И в течение недели мы делали эти цветы своими руками и потом поставили в роддоме. И мне кажется, получилось очень красиво. Какие еще социальные проекты можете отметить интересные? У нас 26 февраля будет защита социальных проектов. Все 12 участниц сейчас готовят свои социальные проекты, которые будут защищать. И мы из этих 12 социальных проектов хотим отобрать наиболее реализуемые в нашем городе, наиболее полезные, и хотим их воплотить в рамках нашей некоммерческой организации «Аврора». Поучаствовать в грантах и каким-то образом реализовать эти социальные проекты. Пока проекты мы не будем их освещать, у нас 26-го будет защита. Ну и интересно узнать, как пройдет финал конкурса, какие-то придумали, может быть, фишечки новые, какие-то нововведения, что будет отличать конкурс, финал от прошлогодних? Финал конкурса у нас проходит 7 марта, в канун женского дня, что символично, да. И у нас каждый год отличается конкурс от предыдущего. У нас там есть этап шоу-выход, и мы каждый год его стараемся делать таким зрелищным. Мы для этого специально заказываем пошив костюмов, специально у нас участницы готовят какой-то номер, и мне кажется, будет очень интересно. Но этот шоу-выход мы держим в секрете. Его узнают только 7 марта, какой он будет. Можете, пожалуйста, рассказать, какие этапы вообще будут конкурса? То есть понятно, что есть какая-то просто название этапов, мы же не будем знать, да, что там внутри, и посмотреть придем. Да, этапы, как всегда в любом конкурсе, у нас визитка. Это участница рассказывает про себя. Вот потом у нас выход в национальных костюмах, выход в шоу-выход. И этап у нас добавился социальные проекты. Мы его сделали отдельным днем.
чтобы потратить на него побольше времени. И последний этап – это вечерний выход в красивых платьях. То есть достаточно такой классический набор, но я думаю, имеет смысл напомнить, сказать, сообщить, где же пройдет сам конкурс, смогут ли туда прийти зрители, посмотреть на всю эту красоту. Финал конкурса будет в районном доме культуры 7 марта, 16 часов. Антонина, на этом мы хотим сказать вам спасибо, что подключились в нашу студию этим утром. И пожелать, конечно же, чтобы конкурс прошел отлично, с шиком, с блеском. И все интриги сохранились до конца и обязательно порадовали зрителя. Но самое главное, доставили удовольствие самим участницам и вам, как организатору. Спасибо большое за приглашение. Ну а далее мы ненадолго прервемся, после чего поделимся рецептом очень вкусного завтрака, интересного, полезного. Доброе утро, вы смотрите новости. Страховщики стали включать постковидную реабилитацию в полисы добровольного медицинского страхования. Так, Ингострах разработал несколько уровней сопровождения переболевших от обследования после перенесенной инфекции до реабилитации разного объема. Основную часть портфеля ДМС составляют корпоративные клиенты, однако число клиентов физических лиц растет. Постковидный синдром может длиться до года. Среди симптомов одышка, нарушение обоняния и вкуса, утомляемость и раздражительность. В регионе предусмотрены новые меры господдержки на заготовку мяса. Ранее субсидия предусматривалась 5 лет назад, но в связи с отсутствием финансирования была приостановлена. С этого года ее возобновили и утвердили сумму ставки субсидий на 1 килограмм мяса говядины и конины. В общей сложности из республиканского бюджета на эти цели выделено более 74 миллионов рублей. Отмечу, что в регионе обеспечение местной мясной продукции составляет 27% от общего количества. Поддержки именно заготовки мясного направления. Это говядина и конина. Общий совокупный объем финансирования составляет порядка 74 миллионов рублей. И общий объем мяса и говядины и конины – это порядка 1100 тонн мяса. Ставка говядины утверждена в сумме 70 рублей. Господдержка. Ставка конины на 1 килограмм 60 рублей. Порядка 800 тонн – это заготовка говядины, порядка 300 тонн – это заготовка конины. Сейчас определяется муниципальных районов заготовителей по заготовке мяса. Это где-то в среднем будет порядка 15-20 заготовителей по мясу. Поголовье якутского скота в республике может вырасти на 1250 голов за 2 года. Приумножение планируется до 2024 года. Целенаправленная работа в этом направлении проводится в 9 районах республики. Разведением якутского скота занимаются базовые, личные подсобные и фермерские хозяйства, а также генофондное казенное предприятие «Якутский скот». За последние 2 года в эксплуатацию ввели 780 скотомест. В этом году планируется ввести новый объект в Амгинском районе на 100 голов. В очереди новые объекты на участке в Верхоянском районе с поголовьем на 50 голов и в Горном районе на 180 голов. В столичном парке культуры и отдыха начал работу пункт проката лыж. Арендовать необходимый инвентарь могут не только взрослые, но и дети. Так, в пункте имеются ботинки, начиная с 33-го размера. На территории парка проложено несколько трасс длиной от 1 до 2 километров. Пункт проката работает с понедельника по воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Стоимость аренды лыж на 1,5 часа для взрослых будет стоить 150 рублей, а для детей не старше 12 лет 100 рублей. Для граждан льготных категорий действуют скидки. Также пункт предоставляет возможность школам проводить уроки физической культуры. Со школами у нас все предельно просто. Есть школы, которые заключают предварительные договора, ну и по уже утвержденному графику. Есть такие школы, которые приходят разово, по акции, там какие-то мероприятия, если проводятся, то с ними тоже без проблем работаем по наличию, по факту, так сказать. Скидки действуют, ну, тариф те же. Для уроков физкультуры у нас 50 рублей. На этом все. Хорошего дня.
Доброе утро. Да, хотел я сказать. Тоже да, это утро Якутии, а мы продолжаем, уже заканчиваем встречать новый день, потому что он уже вот-вот, буквально 15 минут, и он начнется, будет на часах в то время, когда рабочий день фактически стартует. Ну и, конечно же, чтобы этот рабочий день начать, всегда хочется что? Вкусненько, плотненько позавтракать. Да, по мне видно, что я это дело люблю, и вот этой любовью хотелось бы поделиться со всеми, и поэтому сейчас мы, дорогие друзья, узнаем, как же приготовить вкусные панкейки японские. Японские, да, интересно. Как говорится, японский панкейк вашему вниманию. Доброе утро, меня зовут Аня, я бренд-шеф и владелец гастробара «Щегол». Сегодня мы с вами приготовим японские панкейки. Для этого нам понадобятся яйца, разрыхлитель, сахар, мука, масло растительное и молоко. Итак, приступим. Для начала мы должны отделить желтки от белков. После того, как мы отделили белки от желтков, мы соединяем с мукой разрыхлитель, примерно чайную ложку. Хорошенько перемешиваем и добавляем к желткам. И перемешиваем венчиком. Здесь хорошо ничего не перемешается, но пока что так. Затем мы взбиваем белки немножко с лимонным соком и сахаром. Взбиваем в плотную пену. Желательно в планетарном миксере, но можно и в ручном, или если вы супергерой, можете венчиком взбить. Посмотрите, белки взбились в такую пену и говорят, что можно перевернуть это на голову и не должно опрокинуться. Не опрокинулось. То есть мы все сделали правильно. Теперь к желткам и муке мы добавляем молоко. Перемешиваем практически до состояния густых сливок, даже сметаны, наверное. После этого мы уже убираем венчик навсегда, потому что в дальнейшем нужно будет перемешивать только лишь лопаточкой эту смесь. И либо силиконовой лопаткой, либо силиконовой ложкой. Сейчас мы соединяем белки с нашей массой яично-мучной с молоком. И ни в коем случае здесь нельзя пользоваться венчиком или миксером, потому что консистенция может упасть. Мы хорошо вымешиваем тесто. Оно должно получаться воздушное, как облачко. Теперь можно все переместить в более удобную емкость и до однородности размешать здесь. Аккуратно, чтобы пенка не опала. Все, можно жарить. Наливаем немножко масла, только лишь чтобы смазать сковородку. Не нужно, чтобы панкейки плавали. Сковородка немножко нагрелась, теперь можно выкладывать наши панкейки. Они не должны быть сильно большими, как больше напоминают привычные оладушки. Теперь сюда можно добавить немножко воды. Накрыть крышкой и на медленный огонь. Для большей пышности мы можем, когда тесто немножко схватилось, можем еще сверху добавить. Сейчас уже можно перевернуть. Тесто очень нежное, непривычное. Так, ну, панкейки готовы. Теперь сервируем. Давайте украсим взбитыми сливками. И клубникой. Наши панкейки готовы. Приятного аппетита!
А на этой неделе трагически оборвалась жизнь замечательного актера и музыканта Сергея Цигейды. Много лет Сергей был заведующим музыкальной частью Русского театра имени Пушкина. Был занят во многих спектаклях как актер. Благодаря ему театр звучал, пел и дарил потрясающие музыкальные спектакли. Знали Сергея как сольного музыканта, он выступал на многих площадках города. 1 февраля 2021 года Сергей Цигейда был гостем первого эфира нашей программы «Утро Якутии». Прощание с Сергеем Цигейдой состоится сегодня, 25 февраля, в 12 часов 30 минут дня в Русском театре. И мы запомним Сергея именно таким талантливым, добрым, отзывчивым человеком. И музыкально. На самом деле с него пошла буквально традиция заканчивать пятничные наши эфиры музыкальными композициями. И я думаю, что, ну и Катя, я думаю, со мной согласишься, будет такой данью памяти именно сегодняшний эфир также закончить композицией, музыкальным клипом в исполнении Сергея Цигейда. За день посчитаем, нам предписан нашим веком скоростной режим. Мы как птицы, мы летаем, потому что каждым часом дорожим. Стою у трапа самолета, аэропорт, по мне скучает высота. Аэропорт, гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста. Я беру с собой в дорогу вместо чемодана сумку с надписью «Динамо», ручку и кроссворд. Ровно сутки от Москвы до Магадана и обратно в свой родной аэропорт. Стою у трапа самолета, аэропорт, по мне скучает высота. Аэропорт, гляди, меня встречает кто-то на том конце воздушного моста. Ну что ж, на этом наш последний на этой неделе эфир закончен. Мы передаем эстафету нашим коллегам Полине Долинской, Руслану Ачирову. Со следующей недели они нас встретят, свои заботливые руки возьмут. Ну а мы желаем вам отличного дня, хороших, замечательных вам выходных. Как следует отдохните, проведите время с семьей. Да, потому что следующая неделя шестидневная, трудненькая, но мы ее обязательно пройдем. Потом еще 3 дня будем отдыхать. Хорошего вам дня, хороших выходных. До встречи.